Властям Таджикистана предложили перейти на персидский алфавит. Персидская ассоциация, Порсануман, общественная организация, объединяющая группу персоязычных интеллектуалов из различных стран, предложила властям Таджикистана переименовать таджикский язык на его правильное и истинное название – фарси, и принять программу поэтапного перехода страны с кириллицы на персидский алфавит, передает Акбар. В своем открытом письме президенту и парламенту Таджикистана, Персидская ассоциация подчеркивает, что только таким путем можно создать условия для развития национального языка таджиков и открыть доступ населения Таджикистана к бесценным научным и литературным сокровищам на персидском языке. Открытое письмо персоязычных интеллектуалов на имя президента Таджикистана Эмомали Рахмона и спикерам и депутатам парламента этой страны опубликовано на сайте Персидской ассоциации. По мнению авторов, в 20 веке по персидскому языку в Средней Азии были нанесены очень серьезные удары, в результате чего персидский сильно ослаб на этом пространстве. Авторы для спасения персидского языка из этого кризисного положения предлагают властям Таджикистана несколько решений. 1. Мы знаем, что до года язык жителей Фарарут, Междуречье, назывался фарси, и вся литература, сотворенная на этом пространстве от рода Кидайни, называлась персидская литература. Поэтому просим ваших высочеств, ради сохранения национальной целостности Таджикистана, развития национального самосознания и гордости таджиков, уважения интеллектуального наследия и его прогресса и развития и соучастия во всех предметах гордости и культуры всех персоязычных народов мира официально признать правильное и истинное название, то есть Порси, фарси. 2. С первых лет установления советской власти теоретики Коммунистической партии России в целях укрепления границы государственности на территориях, завоеванных царской Россией, а также в целях вырезания населения этих территорий от их исторических, географических и культурных корней сменили исторический персидский алфавит на кириллицу, чтобы закрыть новым поколениям доступ во все сокровища культуры и литературы их предков. Вследствие этого, нынешнее поколение таджиков, по мнению Персидской ассоциации, не знает персидский алфавит и поэтому не может воспользоваться великим наследием своих предков. Пока не вернут исторический алфавит в Таджикистана, эта страна не сможет укрепить свою связь с другими персоязычными народами и получить доступ к великим научным, техническим и культурным достижениям своих соплеменников. Поэтому, просим у ваших высочеств принять программу поэтапного восстановления исторического алфавита в Таджикистане, пишут авторы письма. Авторы также подчеркивают необходимость принятия единых норм персидского языка и очищения языка, используемого в Таджикистане от чужих слов, и таким образом обуздать врагов персидского языка. Авторы также поставили вопрос о месте русского языка в Таджикистане. По их мнению, хотя Таджикистан и приобрел политическую независимость в 1991 году, но русский язык до сих пор не отдал свое место национальному языку Таджикистана. Авторы убеждены, что пока персидский язык не заменит полностью русский язык, невозможно достичь культурную и национальную независимость. Поэтому просим ваших высочеств предпринимать законодательные шаги, чтобы таджикско-персидский язык полностью заменил русский с целью реализации культурной и национальной независимости Таджикистана.